Я спустилась с западной вершины и поднимаюсь на восточную вершину. Свое первое восхождение известная ингушская альпинистка Лейла Албагачиева совершила еще в 1998 году. Тогда учительница русского языка Лейла Албагачиева, находясь со своими учениками в санатории города Нальчика, совершенно случайно познакомилась с участниками горной экспедиции, которые планировали очередное восхождение на Эльбрус. Она решила присоединиться к группе конноспортивной верховой экспедиции карачаевцев. Сначала это был просто интерес, но очень скоро начинающая альпинистка поняла – свою жизнь больше не мыслить без восхождений. Стремление за мечтой Лейлу ничто не могло остановить. Было так построено, что я оказалась в Кабардино-Балкарии, где многие альпинисты, мастера спорта, заслуженные мастера спорта делали восхождение на Эльбрус. И с этими людьми, когда я уже поговорила, мне стало настолько это интересно, и я в какой-то мере им позавидовала, что эти люди могут совершать эти восхождения, побывать на вершине. Первая моя встреча с Лейлой состоялась на склонах Эльбруса в 1998 году в августе на высоте 4200 метров на приют 11. В то время я руководил Карачаево-Балкарской конной экспедицией на Эльбрус. Я с ней познакомился, посмотрел на нее. Я говорю, очень хочешь? Она говорит, да. Она сходила с нами. Она об этом очень долго писала, она была счастлива. Я думаю, что у нее зародилась уже мечта об Эвересте. Лейла Албагачиева родилась в селе Али-Юрт, окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета имени Льва Николаевича Толстого. Много лет работала учителем русского языка и литературы в одной из школ родного села. С тех пор многое изменилось. На месте старой возвели новую современную школу, но преподавательский состав по-прежнему не изменился. Здесь прекрасно помнят свою выпускницу и коллегу. Педагог был от Бога, скажем так. Уроки вела грамотно. Сама была очень грамотная. У нее были навыки, умения, знания. Дети ее любили. Так получилось, что между первым восхождением и очередной попыткой Лейлы подняться на вершину горы Эльбрус прошло долгих 12 лет. Эти годы отважная девушка потратила на то, чтобы найти средства и возможности для полноценной подготовки к серьезным тренировкам и занятиям по обучению технике скалолазания. В июне 2010 года ей наконец-то удалось вернуться в горы, совершив за одну неделю 3 сложнейших восхождения на Эльбрус. В 2012 году Лейла Албагачиева стала участницей проекта «Ингушетия» на высоте, посвященного 20-летию республики. Проект включал в себя покорение 3 вершин – Килиманджаро, Аконкагуа и Эвереста, высочайшей вершиной мира. Вместе с Лейлой в восхождении принимали участие именитые альпинисты, мастера спорта международного класса. Лейла была членом нашей экспедиции. Нас было 7 человек, 4 ингушей и 3 представителей других народностей, проживающих в Российской Федерации. И там Лейла в полной мере проявила себя и как личность, и как человек, и как альпинистка. На этом Лейла не собиралась прощаться с вершиной мира. В 2013 году альпинистка вновь поднялась на Эверест, теперь уже в одиночку, став таким образом единственной россиянкой, дважды покорившей эту вершину. В Ингушетии имя Лейлы Албагачиевой ставят в ряд самых выдающихся и достойных дочерей ингушского народа, прославивших свою республику своими достижениями. В родном селе Лейлы ее имя носит новый флаг, и воспитанники гордятся этим. Роковым стало для легендарной спортсменки 13-е восхождение на Эльбрус. В сентябре 2014 года Лейла Албагачиева намеревалась установить абсолютный мировой рекорд – совершить двусторонний полный крест. Однако 17 сентября связь с альпинисткой прервалась. Спустя сутки после начала поисково-спасательной операции на Эльбрусе были найдены снаряжение и личные вещи спортсменки. Саму же Лейлу нашли только 3 октября, в последний день поисково-спасательной операции. Тело альпинистки спустили с высоты 5200 метров. Вся республика до последнего жила с надеждой, но, конечно, больше всех переживала ее мать.
Nachts die hoge mocht even josse even bazer als daar toe die dus als heiца деряж. Да чекер. Раньше наши предки говорили: выйди в дорогу, если ты хочешь узнать человека. Ну а мы, альпинисты, говорим: выйди в горы, пойди в горы с человеком, и ты узнаешь, чего он стоит, твой друг, твой напарник. Лейла была очень мужественный человек, Лейла была очень волевой человек, Лейла была функционально очень подготовленной альпинисткой. Свои восхождения Лейла совершала ради мира во всем мире. В кармане альпинистки после ее смерти была найдена записка со словами «Долой войну! Да здравствует всеобщий мир!». На Эльбрусе на высоте 4000 метров установлен памятник в честь Лейлы Албагачиевой. Также администрация Али-Юрта намерена назвать именем Лейлы Албагачиевой одну из улиц сельского поселения. А в Джейракском районе будет построена альпинистская школа, которая будет носить также ее имя. Амина Бокова, Юсуп Гелисханов, Рамзан Миржоев, Новости 24.